Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшекшара. Сейчас расскажем коротко о самых главных темах сегодняшнего дня. Деятельность миграционной службы и проблемы, с которыми здесь сталкиваются, обсудили на заседании в Общественной палате. Бюджет города Сухум в следующем году предусматривает увеличение расходов на образование, здравоохранение, спорт и культуру. Документ принят в первом чтении. Учащиеся Сухумского лицея-интерната, а также Ачимчирской и Калдахуарской школы-интернатов по приглашению президента посетили премьеру новогодней сказки «Быбыш». Прокуратура города Сухум проводит проверку по факту ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей со стороны сотрудников отделения родовспоможения республиканской больницы. Проверка проводится по заявлению гражданки Аршакян Анаиды Ардавазовны, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. Ход проверки находится на личном контроле генерального прокурора. Для разбора клинического случая, связанного с родами пациентки Анаиды Аршакян, создана специальная медицинская комиссия с привлечением внешних специалистов, сообщает администрация республиканской больницы. Дежурная бригада акушеров-гинекологов, принимавших роды, отстранена от дежурств с 18 декабря. По завершении работы комиссии будет дана объективная оценка и приняты все необходимые меры. Ситуация находится на личном контроле у министра здравоохранения и исполняющего обязанности главного врача Эрика Хатхуа. Главные итоги года в цифрах от вице-премьера правительства, министра внутренних дел Республики Абхазия Роберта Киут. Подробности в полной версии эксклюзивного интервью Роберта Киут абхазскому телевидению после выпуска Амшекшара. Если взять в целом по преступлениям уголовного характера, которые совершаются на территории Республики Абхазия, сегодня их, вот если взять в целом по статистике, их было совершено 536 преступлений. В сравнении с прошлым годом было 544 преступления, что на 8 меньше. Мы фактически видим статистику, которая дает нам основание полагать об уменьшении преступлений. На сегодняшний день преступления раскрываются на уровне 92 и выше процента. Я считаю, что это хорошие показатели. Если взять реальную статистику по незаконному обороту оружия, у нас в этом году на 38 выявленных преступлений больше, чем в прошлом году. Что, в принципе, это, наверное, все-таки цифра такая существенная. То есть, если взять в целом, у нас в этом году, по сравнению с прошлым годом, на 13 преступлений, то есть в виде краж в отношении отдыхающих, стало меньше. Но этому способствует, обратно же я говорю, профилактическая работа. Касаемо категории граждан, которые у нас задерживаются, ну, если в целом взять по статистике, за этот год нами по данной статье привлечено 134 человека. Я думаю, что это очень большое количество людей. А если взять в целом по изъятым видам наркотика, одной из самых тяжелых, 1 килограмм 89 грамм метадона, 425 грамм мефедрона. Это в рамках этого года. Вы знаете, что в рамках этого года мы реализовали целевой проект, наш государственный, 54 аппаратных комплекса было установлено. Из них 34 камеры фото-видеофиксации, 7 рубежей контроля. В 2022 году было у нас 64 человека погибло, в 2023 году погибло 57 человек. В прошлом году у нас погибло 48 человек. В этом году у нас 44 человека погибло на дорогах. Из них 20 человек, в этом году я имею в виду, 20 человек – это пешеходы. Штрафы только за фото-видеофиксацию 52 миллиона рублей было собрано. Если взять в сравнении с 2023 годом, это было всего 5 миллионов рублей. Представляете? То есть как бы в этом направлении существенно ведется работа.
Ангар, где хранились цитрусовые, сгорел в городе Гал. Сигнал о ЧП поступил в МЧС Абхазии в полдень 24 декабря. К приезду пожарных огонь охватил большую часть помещения. Пламя тушили при 3 пожарных расчета. В результате пожара ангар сгорел полностью, пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются. Миграционная служба Абхазии перевыполнила годовой план по сборам. При плане в 195 миллионов рублей фактические сборы приблизились к 250 миллионам. Что стало причиной роста и как ведется работа по выявлению незаконно пребывающих в Абхазии мигрантов, обсудили на заседании в Общественной палате, которое прошло с участием начальника службы Саида Цвинария. Репортаж Шазины Ханагуа. Обсуждение актуальных вопросов в миграционной политике республики стало темой очередной встречи в Общественной палате. Открывая встречу, Дауд Агарб отметил, что миграционная политика – серьезная и многогранная тема, которая затрагивает разные направления – экономику, национальную безопасность, демографию и социальную сферу. Тема, которая привлекла наше внимание, наш интерес, так как наше государство, как известно, тоже развивается, процессы идут. Не стоит на месте ничего, все меняется, в том числе и миграционные потоки. Прежде всего, это мы сегодня будем говорить в целом о миграционных процессах и внешних, и внутренних, но в том числе, конечно, на первое место мы сегодня, наверное, будем ставить именно внешнюю миграцию, так как она оказывает существенное влияние на нашу с вами жизнь. Основной упор работы был направлен на повышение качества учета иностранных граждан в нашей стране. Вопрос комплексный и непростой, отметил глава миграционной службы Саид Цвинария. Учет иностранного гражданина должен начинаться с момента его въезда в страну. В настоящее время деятельность службы в основном сосредоточена на поиске людей, которые уже находятся в стране. В решении поставленной задачи ведомство во втором полугодии добилось заметных результатов. По сравнению с прошлым годом удалось зарегистрировать дополнительно порядка 2500 человек, которые ранее не были учтены. Это при общем количестве зарегистрированных и получивших разрешительные документы 12,5 тысяч. То есть практически на 25% у нас вышли новые люди, которые, так скажем, теперь видны государству. Саид Цвинарий отметил, что плановые показатели по миграционным сборам были увеличены. Годовой план службы в размере 195 миллионов был выполнен уже к 3 октября. Фактически поступления приблизились к 250 миллиарда. Собираемость службы в 2022 году была 63 миллиона рублей. 2025 год уже 250 миллионов рублей. Главным, так скажем, главной причиной возможности собираемости стало, как только появилась возможность у миграционной службы стать на границе между Российской Федерацией и Республикой Абхазия, как только появился первичный учет. И это касается исключительно пешеходного пункта пропуска на государственной границе, об иных пунктах пропуска я не говорю. И благодаря взаимодействию и оказанной помощи службы госбезопасности, в частности пограничному управлению, удалось таких результатов достигнуть. Но, опять-таки, существует у нас возможность, сегодня у нас воздушный пункт пропуска запущен, у нас есть железнодорожное сообщение, то есть, грубо говоря, попасть в страну, не будучи не зафиксированной миграционной службой, она существует. Это задача, которую мы решаем. Это тут вопрос межведомственного взаимодействия, над которым нужно будет работать. Уже определенные мероприятия проводятся и со специальными службами, и обмен информацией ускоряется. Доступ к этой информации гораздо быстрее, что свой позитивный эффект имеет. Действующее законодательство устанавливает предельные сроки пребывания иностранных граждан, которые исчисляются 2 годами. Однако в законе отсутствует норма, запрещающая въезд в республику после истечения этих 2 лет. Иностранец может выехать и в тот же день вернуться, продолжив свое пребывание. Следовательно, практически при выезде раз в 2 года человек может находиться в республике постоянно. Отсюда возникли случаи въезда целыми семьями. Многие дети этих семей учатся в образовательных учреждениях республики. Так, по словам Саида Цвинария, по состоянию на май месяц в школах обучались 327 иностранных детей. Это 0,7%. Из 427 данных, которые были за май месяц, это порядка 22,5 миллионов рублей, грубо говоря, тратится на обучение иностранных детей, родители которых не платят налоги. Вот, прям эта история, которую прям очень деликатно и аккуратно нужно будет, аккуратно, там есть и свой экономический эффект от того, что они здесь осуществляют трудовую деятельность. Ровно поэтому, чтобы мы пальцем в небо не тыкали, я об этом и говорю, что нам нужно очень много процессов исследовать. Главная проблема заключается у нас в том, что они в основном не знают языка, русского языка вообще, об абхазском вообще молчу.
То есть они попадают в среду, где дети вообще их не понимают, учитель тоже, проблема у него с этим ребенком. Ну, когда в классе таких детей 2-3 и более иногда бывает, то это вообще очень сложно для педагога. Что касается детских садов, там у нас пока 2% от общего количества, но тем не менее это количество будет расти. Более того, иммигранты стали проситься в наши интернаты. Ну, пока как-то мы пытаемся этот процесс сдерживать, но закон нас не защищает в этом направлении. Сейчас идет работа над законопроектом, который после согласования с соответствующими органами будет направлен в парламент. Основная цель – предотвратить пребывание в республике иностранных граждан, которые не платят налоги. Первое, что мы будем делать, предложение вносить по изменению, в регулирование предельных сроков здесь нахождения. Дополнительно должен появиться элемент налогообложения, пусть он будет не большим, так скажем, таким базовым, не на сильно высоком уровне, но при этом мы тем самым будем понимать о том, что у нас большое количество налогоплательщиков, во-первых, раз появилось, и будет неким элементом для того, чтобы в том числе и принимать решение, насколько полезен человек государству или нет. Были обсуждены перспективы развития и высказали свое видение решения данного вопроса. Необходимы точные данные о том, какие специалисты и в каком количестве нужны в Абхазии, подчеркнули участники встречи. Надо провести все-таки социологическое исследование, как среди мигрантов, так и среди нашего населения. То есть посмотреть, где есть точки соприкосновения в этом вопросе. Сколько нам, правильно было сказано, сколько нам мигрантов нужно, на какие работы нам нужно. Надо, конечно, усилить работу санэпидстанции. Объясняю почему. Среди них есть больные. Они заезжают, я не говорю, что они все больные, но варианты заболеваемости есть. Абсолютно точно прозвучало, что мы должны понимать, сколько мы должны иметь этих трудовых мигрантов, да, потому что сегодня спрос рождает предложение. Спрос на трудовых мигрантов в нашей стране есть, и он колоссальный, и слава богу, что этот спрос удовлетворяется потребностями нашей экономики, потому что сегодня весь мир воюет за трудовых мигрантов, можно сказать, борется, и не дай бог, если бы у нас их не было, да, там. Другое дело, о каком количестве мы говорим, конечно, это вопросы уже такого правового характера. Кстати говоря, это люди образованные. Очень многие врачи у нас подметают улицы. Очень многие технические работники у нас занимаются там вопросами водопровода и так далее. Да? Слава богу, что эти люди у нас есть. К тем проблемам, которые существуют и связаны с миграционными процессами, я добавила бы еще и проблемы, которые связаны у нас, которые, вернее, несут нагрузку на рынок жилья, потому что в связи с этим аренда жилья у нас в разы растет. По итогам встречи участники пришли к выводу, что для решения миграционных проблем требуется комплексный подход, включающий правовые, управленческие и социально-экономические механизмы. Шазина Ханагуа, Раму Камге, Абхазское телевидение. Более 1000 человек из Абхазии приняли участие в просветительской работе Российского общества знания в этом году. Эксперты организации провели для молодежи лекции, открытые диалоги и мастер-классы. Общество знаний открыло в Абхазии свое представительство. Его возглавил Рафаил Самсония. Это позволило расширить лекторское сообщество. В уходящем году вместе с лекторами общества знания школьники и студенты обсуждали вопросы цифровой безопасности, раскрывали секреты ораторского мастерства, знакомились с основами карьерного планирования и многими другими темами. Столица Абхазии стала первой зарубежной площадкой, принявшей федеральный просветительский марафон знания. Первые. В Сухуме выступили государственные деятели, руководители предприятий, ученые, мастера культуры и спорта. Трансляция с площадки марафона в Абхазии набрала более 1 миллиона просмотров. Также впервые общество знания запустило конкурс «Знание лектор» на территории иностранного государства. По итогам 10 представителей республики получили наградной куб «Знание лектор». Кроме того, жители Абхазии стали участниками марафона «Знание наука» в
Москве. В будущем году работа организации в республике будет продолжена. В планах открытия нового дома знаний, площадкой для которого выступит АГУ. Министерство туризма Абхазии и медиахолдинг Макс Медиа Групп подписали соглашение о сотрудничестве в сфере информационного продвижения туристического потенциала Абхазии на цифровых и телевизионных платформах холдинга, совокупная аудитория которых превышает 2 миллиона пользователей. Сотрудничество будет носить системный и долгосрочный характер, что позволит обеспечить постоянное медиаприсутствие Абхазии в российских информационных пространствах. Бюджет Сухума на следующий год принят в первом чтении на заседании Сухумского городского собрания. Он составит 2,2 миллиарда рублей, вырастет на 174 миллиона по сравнению с уходящим годом. Расходы запланированы в размере 2,33 миллиарда рублей, на 40 миллионов меньше, чем в текущем году. Рост бюджета обусловлен изменением собственных доходов, налоговых и неналоговых поступлений. Подробности заседания в материале Айлиты Арутюнян. В ходе рассмотрения документа депутаты подчеркнули, что он предусматривает усиление социальной поддержки жителей столицы. Проект бюджета на заседании собрания представил начальник управления финансов администрации Сухума Алхас Лагвилава. Также был анализ, соответственно, знаете, как 25-й год и прошлый год. Мы смотрим это все. В этот год идет очень тяжело, идет исполнение бюджета. На сегодняшний день, мы надеемся, что наша налоговая служба выполнит плановые показатели 25 года. Но нам еще чуть не хватает денег, чтобы его исполнить, план 25 года. Алхас Лагвилава подчеркнул, что проект бюджета формировался на основе прогноза социально-экономического развития города и обеспечивает увеличение социальных расходов. Бюджет составит 2,2 миллиарда рублей, вырастет на 174 миллиона по сравнению с уходящим годом. Расходы запланированы в размере 2,33 миллиардов рублей, на 40 миллионов меньше, чем в уходящем году. Разница покроется за счет межбюджетного трансфера. Рост бюджета обусловлен изменением собственных доходов, налоговых и неналоговых поступлений. Алхас Лагвилава рассказал о динамике бюджета за 2025-2026 годы. В частности, было отмечено, что при том, что на некоторые разделы суммы расходов уменьшатся, к примеру, на общегосударственные вопросы, экономику, жилищно-коммунальное хозяйство, увеличатся расходы на образование, здравоохранение, культуру, физическую культуру, спорт, молодежную и на социальную политику. Говоря о доходах, Алхас Лагвилава подчеркнул, что в структуре доходов бюджета на налоговые доходы приходится более 95%. Основными видами доходов бюджета города, это как уже много лет, это подоходный налог. Сумма предусматривается в размере 1 190 миллионов рублей, который дает рост 99 миллионов по отношению к 2025 году. И налог на прибыль. Эта сумма планируется в размере 788 миллионов 635 тысяч рублей, что на 57,5 миллионов больше показателей 2025 года. Основной рост по расходной части идет по социальной сфере. По образованию, средства предусматриваются в размере 806 миллионов 461 тысяча рублей, что на 61 миллион больше показателей 2025 года. В раздел образования входят, наши дошкольные учреждения, их у нас 13, на их содержание предусматривается сумма 223 миллиона 262 тысячи рублей, что на 5,5 миллионов больше показателей 2025 года. Из 223 миллионов 262 тысяч рублей 134 миллиона это составляет заработная плата. Это заработная плата штатных сотрудников по всем 13 нашим детским садам, так скажем. Комиссия по бюджету, налогам, финансам, экономике и прогнозированию дала рекомендации к принятию в первом чтении данного проекта бюджета. На мой взгляд, бюджет максимально сбалансирован из тех реалий, с которыми мы столкнулись. В итоге бюджет Сухума на 2026 год был принят в первом чтении. Айлита Арутюнян, Ахрам Мичпа, Абхазское телевидение.
Абхазия получила первый урожай мичуринских бананов. Сорт карликовый Кавендиш, выведенный российскими учеными, предназначен для тепличного выращивания. 25 саженцев высадили в республике 7 месяцев назад. Сейчас растения выросли до 2,5 метров и начали плодоносить. В первый год одно дерево дает 10-15 килограмм урожая, к третьему году до 45 килограммов. В феврале в Абхазию планируют завести еще около 500 саженцев для новой теплицы. В эти предновогодние дни Абхазский государственный драматический театр превратился в место, где границы между реальностью и фантазией стираются. Новогодняя постановка режиссера Мадины Аргун «Сказка Быбыш» стала глубоким и искренним путешествием в мир, где доброта – главная суперсила. Главный герой – мальчик Быбыш, внук самого отца Бабаду. Но его волшебное происхождение проявляется не в магических посохах, а в чистоте сердца. Быбыш предстает перед зрителем как ученик стойкости и проводник милосердия. Вместе с ним зритель окунается в вихрь приключений, где цирковая арена на глазах превращается в пространство истинных чудес. По приглашению президента Абхазии Бадры Гунба спектакль посетили учащиеся Сухумского государственного лицея-интерната, а также Ачимчирской колдахуарской школы-интернатов. Как отметил глава пресс-службы президента Алхаз Чулокуа, Бадра Гунба уже второй год подряд оказывает такое внимание учащимся школ-интернатов. Время, когда особенно нужно чудо. Мэр Сухума Тимур Агарба поздравил детей-сирот с наступающим Новым годом. В столице таких детей 17. Подробности в материале пресс-службы городской администрации. Для большинства людей Новый год – это огоньки, запах мандаринов, долгожданные подарки и ожидание чуда в кругу родных и близких. Но есть дети, для которых этот праздник звучит совсем иначе. Это дети, растущие без мамы и без папы. В Сухуме 17 детей круглых сирот. По сложившейся традиции в преддверии Нового года их приглашают в администрацию столицы, чтобы поздравить, порадовать и напомнить – место для чуда есть в каждом из нас. Зилашабед, здравствуйте, уважаемые гости, друзья, ребятишки. С наступающим вас всех праздником поздравляю, желаю вам добра, мира. Всем, кто причастен к воспитанию этих детей, хочу сказать большое спасибо за ваш труд. В этом году решением главы столицы Тимура Агарба к предстоящим праздникам каждому круглому сироте выделено 20 тысяч рублей. Вся сумма – это личные средства руководителя администрации. Для нас нет и не может быть чужих детей. Вы наше будущее, наша опора. На вас мы надеемся и всегда будем стоять рядом, подчеркнул Тимур Агарба. Еще раз хочу поздравить вас всех, ребята, с наступающим Новым годом. Пусть в жизни все у вас складывается, как вы хотите. Счастья, радости, крепкого вам здоровья. Мы и дальше всегда будем оказывать вам поддержку, и всегда наши двери в администрации города для вас открыты по любому вопросу. Спасибо вам и всем, кто рядом с вами находится, за то, что вы воспитываете таких хороших, прекрасных детей. В такие моменты мы понимаем, как важно порой теплое слово, искреннее внимание и неподдельный интерес к личности каждого ребенка. Им так много есть чего нам рассказать, чем поделиться. И благодарность их за эти минуты радости есть лучшая награда. Молодец. Иногда достаточно одного внимательного взгляда, одного разговора, одного «я рядом», чтобы Новый год действительно стал началом чего-то лучшего. И если хотя бы один ребенок почувствует себя еще более нужным и важным благодаря нам, значит чудо уже произошло. Следующая рабочая неделя станет самой короткой в году. Полноценным рабочим днем по производственному календарю будет только понедельник. Вторник, 30 декабря, объявлен укороченным рабочим днем, а 31 декабря официальным выходным, после которого начнутся новогодние каникулы. По традиции в завершении выпуска расскажем о погоде.
четверг, 25 декабря, в Абхазии местами ночью и до полудня дождь, в горах снег. Температура воздуха ночью 4-9, днем 6-11 градусов тепла. Температура морской воды плюс 13 градусов. На этом информационный выпуск Камшик Шара подошел к концу. Мы с вами прощаемся. Всего хорошего. До новых встреч.